Алейкум. Доброй ночи всем, дорогие мои подписчики. Прошу, так сказать, прощения, что зашел в такое позднее время, не предупредив, но хотел бы пояснить, почему сегодня я зашел в эфир. Дело в том, что хочу коротко сейчас высказать свое мнение. Сегодня целый день мне присылают видео вот этого человека. Я хочу, чтобы вы посмотрели, и я уже непосредственно отвечу. Так, освободил. Так. Хочу, чтобы вы посмотрели. Хотя братская у нас Дагестан, братская Кабардино-Балкария, братская Карачаево-Черкесия и Ингуши, они больше, чем братья. Это те люди, которые на нашей войне стояли раньше нас, погибали раньше нас. И в самые тяжелые времена для нашего народа достаточно было пересечь границу с Ингушетией, чтобы оказаться в безопасности. И как бы они ни рисковали, они нас принимали, давали нам кровь, убежище. И в самые смутные времена мы находили там безопасность. Да хранит Всевышний наших братьев, ингушей, Яхи, Балайчи, Ингушетию. Пересечь границу с Ингушетией, чтобы оказаться... Итак, я не знаю, что это за человек. Надеюсь, этот человек для начала поинтересуется историей своего народа. Возможно, я не знаю, какие-то родственные отношения. Возможно, кто-то попросил высказаться его. Но незнание элементарно простых вещей по истории своего народа, я надеюсь, это нисколько не украшает этого молодого человека. И не стоило лишний раз позориться. Да, мы за братство, да, за единство. Но что за привычки притягивать или говорить, или рассказывать того, что не знаю? Зачем вот эта вся байда? Первые умирали за нас, первые воевали за нас и так далее и тому подобное. Почему все хотят на чеченской крови быть первыми в этом конфликте, который произошел в 90-х годах, первый или во втором? Почему? Объясните мне. Откуда человек, который не знает собственной истории, какое имеет право сегодня рассказывать вот эту чушь? Почему поясню, что это чушь? Я не против того, чтобы люди за объединение, за братство. Сам то же самое чувствую, что мы один народ и всегда говорим и выступаем только против лжецов. Но ситуацию, которая клевещет на наш народ, это получается, что за нас все погибали, нас все спасали, и больше всего пострадали мы. Почему так? Почему люди, которые утверждают, что якобы погибали вместо нас на нашей войне, они не погибали за свою родину? Возникает вопрос элементарный. Откуда вот эти рассказы? Что, не пропадали в соседних регионах представители нашего народа? Пропадали, и люди знают об этом. Стоило пересечь границу, все были под защитой. Это что за преувеличение или что за рассказы? Первый погиб этот, первый погиб тот. Зачем вот эта ложная, неправдивая информация, которую загружают? После этого люди подхватывают вот эту ложную информацию, даже те же норнийцы начинают рассказывать: вот мы за вас умирали, мы за вас страдали, а вы неблагодарны. Благодаря вот таким рассказчикам, горе-рассказчикам, которые не знают своей истории и не знают, кто первый пострадал, кто погиб или не погиб. Лучше бы ты рассказал, я не знаю, как там тебя зовут и кто ты такой, но мне это уже, честно сказать, настолько надоело, что каждый второй присылает: ты посмотри, что он несет, вы посмотри, что за бред этот человек несет. Понимаете? Какой-то бред по отношению к своему народу, к своей истории, к своей родине. Ну, или говори правду, или вообще молчи. Зачем вот это ради какого-то хайпа и ради какого-то
мгновенного выступления ради, я не знаю, что, для чего, в чем был смысл, кто заплатил, может кто-то из родственников попросил. Я надеюсь, что ты это видео увидишь, выйди со мной на связь, на мою страницу, можешь посмотреть. У меня прямые эфиры, стримы бывают пятница, суббота, воскресенье. Приди ко мне в эфир и расскажи сотням, тысячам чеченцам, кто погибал первым за мой народ, за наш народ. Вот. Кто был в безопасности везде и так далее и тому подобное. Все свои слова, которые ты рассказываешь и говоришь, и все остальное. А что касается ехала, не ехала, мы всегда говорили, да ехал. Любая республика, кто по соседству, Грузия, Ингушетия, Дагестан, Ставрополь, Осетия, мы желаем им только счастья. Желаем, чтобы у них все было хорошо. Желаем, чтобы у них улицы были вымощены золотом. Мы не против этого, но мы противники того, чтобы кто-то клеветал на наш народ и рассказывал неправдивую информацию, тем более историческую информацию. То есть сотни тысяч погибших в Первой войне. Я уже молчу про вторую. Они погибли напрасно, когда такой горе-патриот становится и начинает говорить, что оказывается первый, кто погиб за нашу родину, первый, кто погиб, защищая нас, первый, кто был участником этой войны, тоже не чеченец. Откуда у тебя такие глубокие исторические познания? Вот с таким вот вопросом я обращаюсь. Да, и, конечно же, подхватывают информацию теперь абсолютно непонятные какие-то левые блогеры, которые это раздувают и закидывают. Вот видите, оказывается, вы вот все время врали, вы неблагодарны, вы такое, вы сякое. Слушайте, еще раз повторюсь, мы никогда не стремились кого-либо задеть, кого-либо оскорбить. Мы никогда за эти годы, начиная с 90-х, заканчивая по сегодняшний день, ни наша научная интеллигенция, ни совет старейшин, никто не оскорблял целые народы, не оскорблял целые регионы, ни тейпы, ни тухумы. У нас нет ученых, которые пишут огромные книги, потом они переиздаются и выпускаются где-то. Мы не ездим на международные конференции и не говорим, что вот наши соседи – это выращенные в чужих утробах нация и так далее и тому подобное. Не заставляйте нас говорить эту правду. Если вам это не нравится, то не делайте этого, и нам не будет дела. А тебе, ночи убош, лиршуй, говори, эфире, хавула соочи, хавулец, хат, хайн дойш сахельч, хохночи комахляц, хохночи махкахляц, хайн историёйш яци, хайн цахук садюч, хар питан цадяш, царит цахацу юк ир хахадин, хар бахон гойон, хар кунаху, акид аберша, ботлик дюцек, шедай максда балбеш. شيء قومت بالبرشة إيش ماسخي بول هون بولشة شو ماسخي إيش قومن ديكريكم على الغاش بولدير تخو ماسخي دين حا ديكريك بولشة أروى الغاش شو حا قومن يقيا حين تسوق سدويش هون توان ميل بينوت سخاء هون دحر ولا ميل هو سخاء يولا تسولا سخاء هون مو خولا سخاء هون يحين تسخو شخلشة يتسويش داس قميص تديش هون نوقم ده حجيمه وسؤال ده وقتنا تاني والله سيلش خز غال نوتش شيء نتقن ثاني شوط أم دعبقين حلو يتن غالع دعوة ساقوة ولا لوشة خو زش شادينش مش دو خاتون خو دو حال نوتش قوم البعنا ولا جميلو خاتون خو ديا دولش عنت خو شادش زش شوني در ديز نادر تلات صدر بوشي قميص عدرخه ناخن خا قيتو هتقشر دلا حبخيتر ولا يقميل ده ديش داتر عاديش دلا هتصعبول شاره تنخ ديش در يقميل عهده نيس ديني اصحيك صباح ماشر ما بيت صباح يجا نوخشي يا غوغا يقيش ولا دول دوزنشكا بول شرتاني جرجل ومليل ديت صباح عينو چون جرجل وليل دي
حالو چونسانه ديكا خيل نو قومن سيتا دويش هاي ريتشني هم دوي هاي تشوحدولهم هاي جرجلو ليدي دين قومن تسقوش أحد يسلم نقشي بون خوات سالة شيء دايما كان دول ده شيء دايما بعنا بلا أحقب إزرائيل ونقشي شون هدو عقشين تمام أشما أهدي أرسي نقشي قومن وأخو إيش ينسوي جيتا يشي تعال شيمو أرما يلا واتحقق حما سون ساعة يقيمون لي صباح نقوش وقت سمن صباح نقوش وقت مرخي بتعبى لتن دعوتنا ودنيانا على شو زابي سيازنا هني هذه نقشي قومن بحنا نقشي بتشحق بحنا دحر بالله شوش بو ونقشي بات هني هذه طاعون ديرز خيل شو دات على شو دوش دعديش عن كل عداخ هذا وجه بوش قمي يستشلون هون وقت يقع هولا هون وقت يقع مس إزر استقبل يدعوينا يخوخ الله هون وقت يقع ميال ديك عيني عيني تيقع ميش قيش أنا بقسم سوندر حين تسوق سدوتشه وأرى ولا حق أميال دش خينا بقي شار حوسة حن خوخة أحجي أق ديل عنا خوقع إشتا بخ سون خيت سون لأر ويتعخلت أقل يرحل تعمد سوما إرداتر وعاوي أنا سبيساليست بهيستوري خلا دي نوخشي قوم الحلقة إقنا خردر وجدر إذا در باش قميال ديشوا تاقا حويك الوينو يحون حي إستوريوزي مارخليو شوحو يحون خوخة تنسان دوزيك يحا إتو شش دات خز غالا دع خواتنا مثلا بركل ديريس خيل ويبرات يشدو باخ أهتم حانردو كي شو منته عدو تجم تتن خلق ديلا بوصل نوخشي قامدو سونديرا مثلا خا شامل дольшуна. Честно сказать, я возвращаюсь, перехожу на язык, чтобы было понятно. Со всем уважением отношусь и к дагестанцам, и ко всем братьям, соседям и так далее и тому подобное. Мы не говорим, что в тяжелый момент нам не помогали, нам не помогали или там не принимали беженцев. Мы этого не говорим. Вопрос не в этом. Но говорить, что раньше нас эту беду восприняли себе и пролили кровь раньше, чем чеченцы, тут, извините, я считаю, что это лицемерие и что это неправильно. Поэтому это сколько людей погибло, отдавая свои жизни в этом конфликте, справедливый, несправедливый, это вопрос в другом. Поэтому прежде чем такие разговоры вести, и потом его там комментируют, вот он красавчик, вот он благодарный. Благодарный любой человек. Мы благодарны всем, кто достойно себя повел. Кто не радовался, не наживался на крови нашего народа, пока шли эти две войны. Но это новейшая история. Поверьте, вы можете соврать древние истории, можете соврать там о Кавказской войне, но врать о новейшей истории, которая прошла, и мы очевидцы этого всего, не надо. Не надо притягивать за уши. Вот что я хотел сказать по данному вопросу. Всех, кто меня спрашивал, всем огромная баркала. Я прошу вас не переживать. Я, честно сказать, есть время от времени люди, которые вот таким образом, к сожалению, показывают себя. Я не знаю для чего. То ли хайп, то ли что, я не знаю. Зачем это? Но я знаю одно. Этих людей вырезают, этих людей закидывают через видео. Потом все это транслируется и говорят, вот видите, вот ваши сказали, ваши достойные сказали. Вот они хорошие, а вы плохие. Вот они независимые, а вы зависимые, поэтому ведете. Вопрос не в том, что зависимые, независимые. Вопрос не в этом. Вопрос, каждый любит свою родину. Если вы защищаете свою родину и видите ее через призму любви к своей отчизне, то никто не против. Но мы против, чтобы говорили, что вашу родину любят намного сильнее, чем вы и ваш народ, который является плоть от плоти, единым целым, что вы внесли вклад второстепенный. Вот так вот. По этому вопросу, я надеюсь,
выступил. Ему 20 лет, ему 15 лет. Вопрос не в этом. Пускай ему будет 20 лет, пускай ему будет 15 лет. Но взять камеру, заявить, рассказывать о том, что на самом деле не является действительностью. Все эти с 18 года, вот 7 лет, я и небольшое количество людей, ребят молодых, мы опровергаем, только занимаемся тем, что опровергаем ложь касаемо нашего народа. С начала 90-х и по сегодняшний день, эти 30-40 лет, буквально до нынешнего периода, чеченцы не могли себе, так сказать, были заняты выживанием, и некогда было отвечать на вот эти научные, так сказать, высказывания, выкрики о нашем народе. А сегодня, когда мы столкнулись, и сегодня мы видим уже, что стали на путь возрождения, ренессанса, и нам не хочется, чтобы о нас рассказывали небылицы и сказки, писали о нас книги. И мы противостоим. И те, кто противостоит нас там, еще раз повторюсь, там всего лишь, может быть, 5-10 человек, именно кто занимается этим вопросом. Вы пытаетесь нас обвинить в нацизме, национализме. Нет. Вовсе нет. Вы и половина не знаете того, что происходит. Вот. Буквально вчера я встречался с молодым человеком, который тоже является частью нашей команды. Он связывался непосредственно, говорил с ребятами, с нашими, которые занимаются историей с Германией. И в Национальной библиотеке в Берлине лежит книга, переведенная на немецкий язык, которая оскорбляет чеченцев. Написана нашими так называемыми соседями, которая запрещена в Российской Федерации и признана экстремистской. Мало того, она в электронной версии точно так же находится. И немец, который прочитал, обратился к чеченцу, говорит: я увидел ваши башни, я увидел ваши петроглифы, зашел туда, думал, что это... А он изучает культуру чеченскую, зашел, говорит, думал, это, посмотри, что здесь за ерунда. Я говорю, такого оскорбления о вас ни от кого не слышал. И это Берлин, и это Германия. И есть люди, которые уехали, сдались под именем чеченцы, сегодня пишут статьи в Википедии на английском и немецком языке, оскорбляя чеченский народ. То же самое, что они делают на русском языке, они занимаются туда, где уехали. Я уверен больше, чем что есть такие же высказывания и на французском языке они печатают, и остальные языки, где бы они ни находились. Вам кажется это пустяком, но молодые ребята, почти что 500 000 человек учатся в Европе. И как вы думаете, части нашего народа понравится, когда им кто-нибудь из студентов, немцев, французов скажет: слушайте, вот какие-то ваши соседи написали о вас вот такие вот гадости делают, такие подлости вам. Валлахи, биллахи, таллахи, я вам говорю реально то, что есть. Авалячу! Поэтому, когда завтра наши братья и сестры, те, кто уехал в Европу, столкнутся с этим, каково должно быть их отношение? Ладно, здесь никто не знает. Там уже начали, там, где находятся, заниматься вот этими пакостями. Так что, прежде чем говорить, еще раз, я не против о братстве. Я не против о хороших взаимоотношениях с соседями, с братьями и так далее и тому подобное. Я не противник этого. Валлахи, биллахи, таллахи. Но я противник, если даже это говорит чеченец, если он врет, я противник этого. Этот молодой человек говорит то, что он якобы знает, якобы он думает, что он знает. Но он клевещет на собственный народ и рассказывает то, что на самом деле не является достоверной информацией. По крайней мере, частично хотя бы, так скажем. Вопрос тем, кто там снизу пишет: мы воевали, мы это за вас делали и так далее и тому подобное. Благодаря вот таким необразованным молодым ребятам вы то, что они высказали, берете, потом закидываете комментарии. У меня просьба к вам.
в следующий раз, прежде чем это рассказывать, не надо воевать за нас. Воюйте за себя и у себя. Оставьте нас в покое. Почему-то все на чужой крови, на чужой родине, где у нас, когда происходит беда, хотят на этом проехаться. Я не говорю про достойных людей, про достойных братьев и сестер, которые ведут себя достойно. Нет, ни в коем случае речь не идет. Я именно о тех злопыхателях, которые сидят там и начинают строчить комментарии и писать эту ересь. Потому что на каждого человека найдется с десяток тех, кто будет доказывать и говорить правду. А этот молодой человек, у него есть возможность связаться, поговорить и узнать о реальной истории. Вот. И не надо рассказывать и клеветать на собственный народ. Тем, кто переживает и кто присылал этот ролик мне, всем вам огромная благодарность. Но уже, честно сказать, я уже устал. 10, 15, 20 человек, 30 человек прислали. Это... Я, честно сказать, я уже устал. Я вначале проигнорировал, но когда уже видел, смотрю перепосты, и с него уже какие-то левые, не, так сказать, честные на руку страницы начали делать публикации. Вот один чеченец признал и говорит правду. Стоп, подождите. Он один сказал правду, остальные все врут, что ли? Так получается у вас? Да из чего вы взяли это? Ну, не знаешь, промолчи. Если твои родственники, они, говори тогда за своих родственников. Мы любим друг друга, мы третье, десятое. Там мне помогли, у нас все было хорошо. Никто ничего не скажет. Мой народ, наш народ все знает, это знает. Да, наш народ знает. За себя никто единого выстрела не сделали. Притом сами с гордостью это говорят. Но почему-то все за нас воевали. Логики нет. Я же говорю вам. Бузуртанов заявил, говорит, не говорите, почему вас так много, а нас так мало. Поскольку мы воевали за эти села и кровь проливали. А сегодня вы живете. Это заявление Руслана Бузуртанова. Это их идол, их шейх. То есть они реально думают, что они воевали, погибали за нас, а все это потом досталось нам. И они это утверждают. Те, кто это говорит. Я не называю национальность, я говорю норнийцы. Нет такой плохой нации. Есть люди, которые сказки рассказывают. Я не знаю, там то ли фамилия там была написана, то ли не Газгириев, то ли Газириев, или Газиев, что ли. Вот какая-то такая фамилия там была у парнишки. Мне вот просто-напросто интересно то, что кто его надоумил, если он сам это решил, зачем рассказывать обо всем этом, если он не имеет элементарно простых знаний об этом. А если он знает, если он говорит о каких-то бытовых случаях, я всегда говорил и говорю, слушайте, никто не говорит, что не было хороших. Да, были хорошие люди, принимали, кормили и так далее и тому подобное. Люди, которые упрекают этими, являясь частью единого народа, вот это для меня непонятно. Разве в 92 году, когда произошел осетино-ингушский конфликт, разве чеченцы не приняли? Сам первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев сказал, что 60 тысяч беженцев хлынули в Грозный своим родственникам и так далее и тому подобное. Разве чеченцы не приняли? Далгяштуацун Хасимиков Салман разве не спасал, не забирал оттуда студентов и говорил, что это наши сестры? Разве чеченские медики не помогали лекарствами и медикаментами? Разве не собирались ли здесь деньги?
Даже если как бы это ни звучало, разве отсюда некоторые предприниматели не отдавали своего оружия? Разве из шалей 10 машин, если я не ошибаюсь, то ли 10, то ли 20 КАМАЗов или машин, загруженных гуманитарной помощью, не поехали туда? Все это я публиковал у себя. Это все документально заверенные вещи. Они есть. И со слов самих же наших соседей помогали во всем. Ну что-то я мало припоминаю, чтобы хоть один чеченец упрекал в этом. И не будут этого делать. Где они жили, Казбек? А ты приезжай в Грозный, и у грозненцев, которые здесь, в гостинице «Кавказ» и в других местах, кто разместил, кто по родственникам все забрали, спроси у них. Он мадук ячхалайс. А тогда получается, тебя Ауша врет, да? Ведь он сказал, что через определенное время они и все те же самые грозненские ингуши в размере 120 тысяч вернулись в Ингушетию. Я тебе должен верить или реальному руководителю и первому президенту Республики Ингушетии должен верить? Где они размещались? Наверное, там же размещались и где чеченцы размещались. И в Первую, и Вторую войну. На своей земле. В своем районе. Как говорил ныне покойный Далгяш Туэцун Дукваха Баштаевич Абдурахманов. Да прекрасно он знает. Я делал публикации вплоть до того, что в Итумкалях принимали 200 человек. Я про других молчу. В Итумкалинском, в Высокогорье принимали 200 человек. А это самый дальний район у нас, Высокогорье. Гостиница «Кавказ» и все гостиницы грозненские были забиты. Они не жили в палаточных лагерях, они у родственников. Здесь в то время группа, не скажу что, но треть, может, четверть проживали в Грозном ингуши. Каждый мог себе их даже забрать. Возможно, там не 60 тысяч было. Возможно, больше, возможно, меньше, я не знаю. Но еще раз повторюсь тебе. Если есть родственники, поедут к родственникам. Опять же, было ли, все они поехали ли к родственникам или нет? 60 тысяч много или мало, я тоже знаю. Эта запись, если ты хочешь, я сейчас маловероятно, что ее найду. Разместились кто у родственников, кто у своих. Нет, сейчас это маловероятно. Ну, у нас будет в выходные дни эфир. Услышишь. Это спонтанный эфир, да, я уже сейчас заканчиваю. А эфир у нас будет, возможно, в пятницу, завтра или в субботу будет эфир. Мы будем разбирать, я вас ознакомлю с новыми документами, с новыми книгами. Если тебе интересно, найди сам. Окей? Найдешь, послушаешь, потом скинешь мне. Я тебе скажу, это или нет. Нет, я не в плохом настроении, просто-напросто я не люблю, когда представители нашего народа являются наивными чукотскими мальчиками, со всем уважением к чукчам и якутам, конечно же. Эта наивность уже достала. Разную браваду просто ради того, чтобы какого-то 5-минутного хайпа или, я не знаю, ради чего делается вот эта байда, рассказывая сказки. Потом это выходит боком. В каком смысле боком? Да таким, что люди просто-напросто реально думают, что люди, которые любят свою родину, изучают свою историю, занимаются исследованием, что они какие-то нацисты, а этот вылез Киндермен, он знает все, он понимает, он ведущий, он настоящий брат,
А вот те люди, которые реально защищают и реально занимаются своими исследованиями истории, они такие, знаешь, нехорошие. Настроение нормальное, все отлично. В принципе. Ладно, на этом, наверное, я закончу. Всем масарна баркала. Пишите комментарии, если вы видели данное видео. Если он зайдет, будем надеяться, что он зайдет в эфир. Я его подключу, если он зайдет. Если он свяжется через директ, пообщаемся, посмотрим. В принципе-то найти его не проблема. Пообщаться и сказать, откуда он взял эту информацию, которая не является достоверной. Вот. Пишите комментарии, что вы думаете об этом, насколько он прав, и стоило ли вообще обращать на это внимание. Я не знаю, я не могу сказать, но он говорит, что вот мы, если он вообще не чеченец, то я буду благодарен Всевышнему Аллаху, потому что мне будет намного проще с этим человеком говорить. Потому что я скажу, не лезь туда, куда не нужно. Ты не являешься частью моего народа, чтобы говорить за него. Если он не наш. Вот. По крайней мере, мне без разницы, я еще раз повторюсь. Является ли он представителем моего народа или соседнего региона. Не надо врать. Не надо принижать мой народ и историю моего народа. Гордиться здесь нечем, но и отдавать того, что на самом деле происходило, я не считаю правильным. Я видел выступление одного представителя, который ныне вернулся домой. Так она высказалась, ее высказывание по Бамуту. Прошло 10 лет, они до сих пор ходят и рассказывают, и говорят, что вот видите, Бамут защищали не чеченцы и так далее и тому подобное. Я говорю про Первую Чеченскую войну. Другой ходит, рассказывает там другое. Третий рассказывает, что тут получается ночью вообще ничего. И эти, чингачкуки нардинские приходят ко мне, пишут и говорят, пока они не понимают, что я никогда не уезжал со своей родины. Пока вы, говорит, здесь отсиживались в лагерях палаточных у нас в Ингушетии, мы воевали за вас. Вот из-за таких высказываний, именно вот за таких высказываний этого пацаненка, они говорят такие вещи. Понимаете? Поэтому надо понимать это. Ладно, на этом я заканчиваю. Пишите комментарии, пишите, что думаете об этом. Если знаете об этой истории, более или менее расскажите и этому парнише, чтобы он знал, как происходила реальная ситуация. Масера Бюстал Декалео, с вами Башла. Мы с вами встретимся, возможно, или в субботу, или завтра, или в воскресенье. А возможно и завтра, и послезавтра, и воскресенье. В любом случае эфир будет где-то приблизительно 21:30 или 22:00. Понимаете? Все. Масера Бюстал Декалео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ибрахим, если ты посмотришь этот эфир, можешь загрузить на YouTube, на свой канал. Маш Ойл, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. 21:30 или 22:00. Маш Ойл, адикею.